Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжаня совершил рабочую поездку в Галский район, где провел совещание с активом района и ответил на вопросы, волнующие жителей. Тема энергетики самая актуальная, и помимо сложной технической ситуации, одной из главных проблем остается собираемость платежей. Объекты культуры, возможно, возобновят свою работу при соблюдении определенных правил. Данная тема обсуждалась на расширенной коллегии Министерства культуры. Президент Аслан Бжаня совершил рабочую поездку в Галский район. Глава государства посетил центральную районную больницу, где осмотрел кабинет вакцинации, приемное отделение и палаты. Аслан Бжаня также побывал на КПП «Ингур» и ознакомился с медико-санитарным контролем. Затем Аслан Бжаня провел совещание с активом Галского района. Все подробности у Гугусы Вардания. Рабочую поездку в Галский район глава государства начал с посещения районной больницы. Косметический ремонт медучреждений последний раз проводился в 2017 году, а капитального ремонта здесь не было вовсе. Проинформировал президента главврач Астамур Гамге. Аслан Бжаня смотрел кабинет вакцинации, приемное отделение и палаты. Астамур Гамге сообщил, что на прошлой неделе Минздрав передал больнице рентгеновский аппарат. Он запущен в тестовом режиме. Проведено несколько исследований. Аппарат сам, как говорится, бэушный, но долго не эксплуатировался, но все программное обеспечение к нему, все новое, все комплектующие, все новые. Понял. Вот. Он уже запущен? Да, он уже в тестовом режиме работает. Также медучреждения обеспечили холодильными камерами для хранения вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции. Как отметил главврач, в Галской больнице нет ковидного отделения, но открыт стационар. Астамур Гамге рассказал о причинах, по которым в медучреждении не работает аппарат МРТ. По словам Гамге, аппарат был передан Минздравом Абхазии Галской больнице еще в 2017 году. Тогда же обещали доставить к нему комплектующие детали. Он был передан в 2017 году Гальской ЦРБ и с тех пор стоит на... А кем он был передан Гальской ЦРБ? Минздравом. Минздравом Республики Абхазия Гальской ЦРБ был передан аппарат с условием, что дополнительное оборудование тоже пройдет, и он будет потом подключен. И с ваших слов получается, что аппарат не может функционировать. Не может да? функционировать. А интересно, во что такое оборудование обошлось бюджету? Ну, по крайней мере, могу сказать, что у меня на балансе стоит под суммой 11 миллионов 700 тысяч. То есть вот в этом контейнере 4 года лежит 11 миллионов рублей, так, да? Часть. Да. Потому что да. остальная лежит в республиканской В другом больнице. контейнере лежит в республиканской больнице. Далее Аслан Бжаня посетил КПП «Ингур» и ознакомился с тем, как на посту осуществляется медико-санитарный контроль. Затем президент посетил районную машино-технологическую станцию. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил, что силами этого МТС проведено лечение более 2000 гектаров ореховых плантаций от мраморного клопа. Проблем с водителями спецтехники и обеспечением топлива нет. На станции 18 единиц техники. У вас проблемы с трактористами есть? Нет, наши ребята В целом в Абхазии есть у нас надо откомандировать из одного районного в другой, где трактористов нет. хорошие работы, Хорошо. Далее Аслан Бжаня встретился с активом района. Константин Пиля рассказал, что на 1 ноября общий объем поступления в бюджет района составил 39 миллионов 110 тысяч рублей при плане 34 миллиона рублей. План перевыполнен на 112%. Прогнозные показатели налога на имущество выполнены на 152%. НДС на 160%. Земельного налога на 104%. За 10 месяцев зарегистрировано 34 преступления, раскрыто 33. В 17 селах района собираемость за электроэнергию с физических лиц составила 61%. За 10 месяцев было выявлено 6 крупных криптоферм с общим числом оборудования 473 аппарата. Все они отключены от сети. Константин Пиля рассказал и об инвестициях в районе, а также о новых проектах. Администрация Гальского района готовит пакет документов по 4 проектам с просьбой о включении в инвестиционную программу. По восстановлению это водная магистраль, о котором я говорил ранее, на 12 километрах, 2 магистральные трубы 500 и
700 миллиметров с разводкой по району. Если только магистраль будет отремонтирована, совершенно понятно, что давление тогда будет нормальным, и в городе у нас начнет течь во всех неисправностях, потому и нужна разводка по сетям, хотя бы основным. Водозаборная самостанция в селе Речки Бачкельского района, это станция, которая питает Гальский район. Она работает только на наш район, содержится управлением городским хозяйством и нашего водоканала. Реконструкция центральной районной больницы мы подадим вам. И считаем стратегической дорогу вдоль канала до села Гудаохоч, это бывшая Приморская, которая ведет к морю. 24 километра, чтобы сейчас попасть туда, туда ехать, надо 1 час 20 занимает дорога. Фактически, если дорога была бы, это был бы выход к морю, Гальский район, прибрежный район, но однако на море попасть невозможно, и наши жители практически не пользуются. Это и открытие новых рекреационных участков, это и гостиницы, и все остальное. У жителей района, присутствовавших на собрании, была возможность задать главе государства вопросы. Их интересовали темы паспортизации и получения вида на жительство. Задержка получения вида на жительство. В долгих месяцах ожидания этого документа у людей возникают разного рода проблемы, в том числе угроза жизни и здоровья. Будучи ограниченными в передвижении, они рискуют своим здоровьем, своей жизнью. Были летальные исходы и пересекают незаконно регулярный путь. Сейчас, спасибо огромное, позволили продлять форму 9. Но этот документ работает до конца этого календарного года. Дальше что будет, я не представляю. Начальник милиции, начальник СКБ, прокурор района здесь, в зале? Конечно. Вот. В отношении задержки, как высказалась Ольга Викторовна, проблема задержка получения вида на жительство. Что за такая задержка и почему она происходит? По какой причине? Начальник СКБ где? Есть сроки выдачи таких документов, как вид на жительство? Они нарушаются или в чем дело? Давайте, берите на контроль, вы, как глава района, возьмите на контроль. Те, кто обращаются в течение 2 месяцев, должны получить исчерпывающий ответ. Или вид на жительство, или мотивированный отказ. А вот выборочно несколько мотивированных отказов отправите к нам в администрацию, мы перепроверим, насколько аргументация тех, кто оказал, была уместной. Одно нарушение, немотивированное, без объяснений, будем иметь дело с другими руководителями. Жителей также интересовала судьба выпускников школ Галского района, а именно возможность их поступления в вузы Абхазии и России. Наших выпускников школ можно что-нибудь им сделать, чтобы утечки не было у нас. Просто это боль каждого учителя, каждого гражданина Гальского района. Если была бы возможность им дать паспорта, они учились в Сухуми. Данные мы получим в этом году. Вернее, вот возьмите на контроль в администрации президента количество выпускников. Дайте из РАНО нам данные, кто хочет получить образование в Сухуми в России, имена и фамилии за несколько месяцев. И мы думаем, я уверен в этом, вопрос этих детей решим. Присутствовавшие поинтересовались судьбой организации «Самурзакан», через которую этнические абхазы могли вернуть свои исконные фамилии. Надо будет на эту проблему обратить внимание, посмотреть, что там происходит, почему 480 человек не получили, по какой причине, что является препятствием. В течение недели можем разобраться в следующее, чтобы мы понимали, почему 120 могли получить, а 480 нет. Может, там на них что-то есть? Ну, ответ наш должен быть в любом случае аргументированный. Было много вопросов о развитии сельского хозяйства и программах льготного кредитования. Глава государства отметил, что для всех проектов нужны точные подсчеты и грамотные организаторы. 1 200 000 программа льготного кредитования была. Сколько сельхозпроектов запущено, сколько работает в Абхазии? Морковку где растили? В этом районе? В этом районе. Где результаты? Что денег не было? Деньги же были на морковку, а результатов нет. Где эта фабрика по производству джема? В каком районе? Руслан Цыбович, продукция есть? Да, но не работает мощь. А почему не работает? Ну, не организовано теми, кто взял... Вот. А это что означает? Что денег не было? Это означает, что риски не были просчитаны. Не на ту ставку сделали.
Большое предприятие сельскохозяйственное в Очимчирском районе в селе Кинги. Сколько денег туда вложено и когда оно начнет работать? Там тоже ошиблись, не то оборудование поставили, и мы не знали. Вот поэтому денег не дадут, не знали, какое оборудование. Но если человек идет на проект стоимостью 300 миллионов, там должны быть аспекты, которые он не знает. Объясните мне. В рамках совещания также были обсуждены проблемы энергоотрасли и работа по борьбе с незаконными потребителями. Руководители сел, эту проблему надо решить, вы должны к ней подключиться. Во-первых, 80% собираемость по итогам года будет. У вас должна быть. Мы в январе еще с вами встретимся, к этой цифре надо будет выйти. А там, где в селах правоохранительные органы будут обнаруживать фермы, тогда надо будет решать вопрос, не кивать, Эдуард Константинович, а решать вопрос со сменой руководителей. Люди без конца пишут, возмущаются, по 4 часа вынуждены отключать электричество в городах. Задумайтесь об этом. Если кто-то из глав сел думает, что от них ничего не зависит, они ошибаются. Зависит. В четверг глава государства планирует посетить с рабочей поездкой Сухумский район. Гугуса Вардания, Алексей Гухава, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Установлены новые предельные розничные цены на хлеб. Постановлением Кабинета министров максимальная цена на фармовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки высшего сорта, составляет 1 килограмм 46 рублей, 0,6 килограмма 28 рублей. Хлеб из муки второго сорта 1 килограмм 41 рубль, 0,6 килограмма 25 рублей. Предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку при ввозе на территорию Абхазии устанавливается в размере 15%. В парламенте прошло внеочередное заседание сессии Народного собрания. В заседании приняли участие генеральный прокурор Адгур Агарба, прокурор города Сухум Алхас Агумава, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель службы госбезопасности Роберт Киут. После длительного и эмоционального обсуждения повестки дня журналистов попросили покинуть зал заседания Народного собрания. Предполагалось принять постановление, согласно которому планировалось предложить президенту направить на рассмотрение в парламент предложение об освобождении от должностей генерального прокурора, министра внутренних дел, а также прокурора города Сухум и провести в его отношении процессуальную проверку. Как сообщили в пресс-службе парламента, документ не набрал достаточное количество голосов и таким образом был отклонен. Репортаж с внеочередного заседания сессии парламента смотрите в нашей сегодняшней программе. Специалисты Южного военного округа в мобильном госпитале, развернутом в Сухуми, приняли на лечение и консультацию порядка 1700 жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией. В данный момент на лечении в стационаре находится более 73 человек. Выписано из госпиталя 517 пациентов. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено порядка 8000 различных исследований, в том числе свыше 3000 ПЦР-тестов, более 1000 обзорных рентгенограмм грудной клетки. Тема энергетики – одна из самых актуальных на сегодняшний день. И помимо сложной технической ситуации в данной сфере, одной из главных проблем остается собираемость платежей за электроэнергию. На текущий момент по всей республике собираемость составляет всего 39%. Тему продолжит Эсма Гуланзе. Как известно, стоимость электроэнергии в Абхазии составляет 40 копеек за киловатт-час. Это, к примеру, в 10 раз меньше, чем в России. Если же говорить о странах Европы, то в Германии, Дании, Бельгии, Великобритании, Ирландии и Испании в переводе на рубли 1 киловатт-час стоит больше 20 рублей. Однако при такой дешевизне электроэнергии в Абхазии многие наши граждане и организации умудряются годами не платить за свет. С января по октябрь 2021 года процент собираемости по республике составил всего лишь 39,3%. Мы прогнозируем на конец 2021 года, это с закрытием декабря месяца, мы планируем все-таки выйти на 50% рубеж. Это наши прогнозы, надеемся, мы сможем эту планку выдержать. Но говоря о 50%, мы понимаем, что это не то, что нас должно устраивать. Но так как процент сбора минимум должен составлять 80-90% по республике.
Если взять в денежном выражении, то есть те 50%, которые мы недособираем, это огромный объем денежных средств, которые теряет предприятие. Собираемость оплаты за электроэнергию по республике неравномерная. К примеру, по статистике, из 28 сел Очимчирского района самая низкая собираемость в селе Джал – около 9%. Наиболее высокая в селе Адюбжа – около 31%. В Гудаутском районе в числе отстающих село Ачандара. Лучше всего за свет платят в селе Псырсха. У нас 3 категории наших абонентов. Это те, которые отказываются платить за потребленную электроэнергию. Это те, которые платят, но не в системном порядке. А есть те, которые платят у нас исправно. Ну, о тех, кто платит исправно, думаю, говорить много не приходится, их только нужно поблагодарить за это. С другими категориями абонентов, безусловно, мы стараемся работать. Это в какой-то степени разъяснительная работа. В Сухумском районе 6 крупных сел. Самая лучшая ситуация с собираемостью наблюдается в селах Дзукта, Яштуха и Гумиста. Общая собираемость по району с января по октябрь 2021 года составила 36%. Это порядка 8,5 миллионов рублей. Если сравнивать с 2020 годом, то у нас была собираемость в 2020 году, в связи с пандемией, естественно, это тоже немаловажный момент, 27% было собрано в 2020 году. Суммарно это получается 8,5 миллионов рублей. А в 2019 году цифры были чуть немножко другие. Получается 44% оплаты по физлицам. В 2019 году у нас расходы были другие. На сегодняшний день расходы у нас увеличены, и в связи с этим процентом соотношения получается меньше, чем 2019 год. Но суммарно мы собираем, ежемесячно вносим больше денег, чем в 2019 году. Если говорить о городах, то и здесь процент собираемости разный. Безусловным лидером является Гагра. Собираемость здесь за неполный год составила около 50%. В городе Сухум пока 38,5% сборов. Безусловно, есть улицы и участки, где исправно платит население, где проблем меньше. А есть улицы особо проблемные, где приходится прилагать много усилий, чтобы люди производили оплату за электроэнергию. Оплату за потребленную электроэнергию можно производить разными способами. В отделении банка, через кассы энергосбыта или терминалы. Кроме того, это можно сделать через контролеров энергоучета. Наши контролеры систематически, практически ежедневно осуществляют обход своих абонентов и собирают деньги. Но, к сожалению, там, где люди отказываются наотрез платить, приходится обходить таких абонентов. Люди зачастую попросту отказываются платить накопившиеся задолженности, при том, что культура потребления электричества в нашей стране не на высоком уровне. Круглосуточно включенный без надобности свет, капающая вода из крана – все это энергопотери. Некоторые не хотят платить злостно, некоторые платят бедные. Что имеют, все дают они. Да. Если человек не платит, какие ваши действия? Ничего не можем делать. Повернемся, придем сюда. Абсолютно. А бывает так, что по нескольку раз приходится ходить? Конечно, бывает. В случае неуплаты счета абонентам выставляются через управление сбыта электроэнергии. У нас всегда есть прямой рычаг воздействия. Это, сперва у нас это в форме письменного уведомления о том, что накопилась задолженность и в какой период ее нужно погасить. Если систематически наш абонент отказывается от уплаты этой задолженности, у нас практикуется мера о прекращении подачи электроэнергии. Это, как показывает практика, эта мера, она достаточно эффективная. За последние годы наблюдается рост потребления электроэнергии. Как известно, одна из причин – майнинг криптовалют на территории республики. Сейчас мы пытаемся разработать методику, готовить статистику таким образом, чтобы хотя бы примерно выделить общий объем потребления неучтенной электроэнергии от населения. Тогда и процент собираемости у нас
там цифры будут меняться в положительную сторону. По словам Алхаса Чанба, необходима повсеместная установка приборов учета. Только эта мера даст возможность кардинально исправить ситуацию со сборами. Районные отделы сбыта, насколько они могут, пытаются как-то исправить ситуацию. Но если мы говорим о государственном подходе, о глобальном подходе в решении проблемы с собираемостью, то здесь вот такой единый подход должен быть. Это, к сожалению, объем большой средств, необходимый для налаживания полноценной системы учета, современной системы учета. Но надеемся, что все-таки мы к этому придем, у нас будет такая возможность. Платить или не платить – этот вопрос не может быть темой обсуждения. Порой, чтобы получить высококачественный продукт, люди платят большие деньги. Такой подход должен касаться и сферы энергетики. Если мы хотим иметь в каждом доме качественный свет, то для начала граждане страны должны научиться за него платить. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 24 ноября примерно в 8:30 утра на республиканской трассе в районе села Хыбста был обстрелян микроавтобус, маршрутное такси под управлением Элико Кокоскерия. Водитель получил 3 пулевых ранения в область плеч и доставлен в больницу. Пассажиры не пострадали. Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники ОВД в селе Звандрим Шкудаутского района обнаружили горевшую автомашину ВАЗ-2114, на которой, по предварительным данным, совершено преступление. Также установлена личность подозреваемого, данные которого в оперативных интересах пока не разглашаются. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Объекты культуры, возможно, возобновят свою работу при соблюдении определенных правил. Данная тема обсуждалась на расширенной коллегии Министерства культуры. Главный санитарный врач страны Людмила Скорик предложила приступать к работе только при наличии паспорта вакцинации. В ходе совещания руководители учреждения предложили свое видение выхода из данной ситуации. Репортаж Симы Аргун. Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер для культурной сферы год оказался непростым. Учреждения культуры все это время практически не функционируют. Длительный перерыв повлиял на их работу в целом. Глава ведомства провел расширенное заседание с руководителями объектов культуры с участием главного санитарного врача. Хотели бы попросить Людмилу Вильбертовну нас проинформировать о состоянии дел и о прогнозе на ближайшую перспективу. И самое главное, как специалист, чтобы Людмила Вильбертовна дала нам информацию о том, возможно ли возобновление работы, в случае, если возможно, какую санитарно-эпидемиологическая служба, какую форму работы рекомендует для Министерства культуры и подведомственных учреждений. Людмила Скорик, в свою очередь, рассказала об эпидемиологической обстановке в стране, привела статистику заболеваемости и смертности. При этом она с сожалением отметила, что вакцинация идет довольно медленно. По мнению главного санитарного врача, изменить ситуацию может только коллективный иммунитет. Основным таким вот моментом, я вам говорю, будет являться вакцинация. Если мы и будем с вашим министром запускать ваши объекты, а запускать мы будем в индивидуальном порядке, смотреть, какую значимость несет этот объект для функционирования в республике, будем смотреть на то, как коллектив отреагировал на те меры безопасности, которые в республике приняты. И только после этого мы будем разрешать функционировать этому объекту. И, естественно, допуск в ваши объекты будет осуществляться практически так, как во всем мире, только вакцинированных людей. Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны, вносят весомый вклад в формирование общества. Приостановка деятельности объектов культуры влечет определенные последствия. Чтобы воспитать одного специалиста, одного танцора, требуется десятки лет, а если он 1 месяц только не будет заниматься, он теряет все навыки, которые он приобрел за все эти 10 лет.
Вы высказали мнение, что данная проблема не исчезнет в течение 3-5 лет. Но представьте себе на секунду, если в течение 3-5 лет мы будем бездействовать и не научимся в этих условиях работать, тогда мы потеряем все, что у нас есть, что мы наработали за 30 послевоенных лет. Руководители объектов культуры едины во мнении, что работу нужно возобновлять. Они готовы строго следовать предписанным нормам. При этом считают, что подход должен быть дифференцированным. Почему к нам такое недоверие? Почему кто-то думает, что мы не можем реализовывать специальный режим работы? Почему кто-то думает, что мы не можем добиться того, чтобы у нас в зале было 30 или 40% зрителей? Почему кто-то думает, что мы не можем посадить людей в масках? Ограничения коснулись работы всех деятелей культуры и искусства – актеров, музыкантов, творческих коллективов, работников центров и домов культуры. Закрыты также библиотеки, музеи и выставочные залы. Гудис Агрба считает, что необходимо открыть хотя бы образовательные объекты культуры и правильно выстроить работу, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Есть ли такая возможность обратиться к высшему руководству страны, в данном случае к президенту, с просьбой дать возможность, в данном случае узконаправленный вопрос, речь идет о сейчас учреждениях культуры, образовательных учреждениях культуры, вот 3 наших учреждения. В силу того, что работает университет, школы, почему не должны работать наши училища, и музыкальное, и культпросвет училище, и художественное училище. Участники совещания предложили направить письмо в координационный штаб с просьбой более детально изучить вопрос и найти пути его решения. В нем будет отражено мнение ведомства и руководителей учреждений культуры и рекомендации главного санитарного врача. Сима Аргун, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 25 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 8-13 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.